Ассаляму алейкум, в эфире программа Джанла Студио. Сегодня у нас в гостях композитор, пианистка, певица Анна Гринева. Ассаляму алейкум, хош келден. Алейкум салям. Как настроение? Отлично. Ань, ты родилась в Сибири, в России. Сейчас живешь в Германии, работаешь там и часто бываешь в Украине. Расскажи об этих переплетениях, как они отражаются в твоем творчестве. Ну, я родилась в Сибири, на самом деле, очень случайно, потому что моя мама там несколько лет работала в театре, а когда мне было 4 месяца, то родители фактически вернулись обратно в Украину, потому что папа мой из Украины, вся его семья, и на тот момент они жили в маленьком селе под Киевом, и там я и выросла на самом деле. Когда мне было 13 лет, то родители переехали в Германию, там я ходила в школу и училась, и когда-то в какой-то момент пошла на джазовый вокал. Вот. И когда я изучала все разные моменты джазового вокала, джазовой музыки, историю джаза, то я поняла, что музыка — это с определенными корнями, которые идут из какого-то афроамериканского фольклора, можно сказать. И он развивается и уходит в разные стили джаза. И я поняла, что если я хочу достичь какого-то наслаждения, занимаясь музыкой, и достичь какой-то автентичности, то мне нужно найти свои собственные корни. И поэтому я начала искать украинские народные песни и делать аранжировки. Котилась зірка, та й з-під вечіря, та й упала додолу, та й упала додолу. Котилася зірка, та й з-під вечіря, та й упала додолу, та й упала додолу. Котилася зірка, та й з-під вечіря, та й упала додолу, та й упала додолу. Котилася зірка, та й з-під вечіря, та й упала додолу,
ты себя считаешь украинской исполнительницей или свободным художником, вот, космополитом? Наверное, все-таки второе. Я думала, что ты спросишь немецкой исполнительницы. Я очень рада, что ты этого не сделала. Исполнительницей. Но на самом деле я очень долго задумывалась об этом уже несколько лет тому назад, когда мне было 20 лет, я возвращалась, я была здесь в Киеве, когда я еще в первом университете, в котором я училась, это был философский факультет, и я приезжала сюда, училась в КИМО год. И когда я здесь была, то в этот момент я поняла, что я должна заниматься музыкой, а не какими-то другими вещами. И когда я вернулась в Киев, то я подумала, что вот я буду чувствовать себя дома. Наконец-то я вернулась туда, где все меня понимают, где все просто, и все проблемы с коммуникацией или там еще что-нибудь такое, их не будет. И я поняла, что на самом деле есть вещи, которые мне более близки здесь, но есть вещи, которые мне более близки в Германии. Я поняла, что я вот так вот потерялась где-то между этими мирами, поэтому космополит — это на самом деле очень подходящее название. То, что ты сказала. Я думаю, что это все так. А как тебе украинская музыка? Вот ты, так как ты получила там образование и немножечко смотришь со стороны, да, на украинскую поп-музыку, джазовую музыку и так далее, а как тебе вообще со стороны? Но я думаю, что в Украине ты имеешь в виду те люди, которые на эстраде выступают, да, не фольклор. Ну, может быть, и фольклор в целом. Как вот ты оцениваешь уровень музыкальный Украины? Уровень музыкальный? Ну, это сложно сказать, потому что я не знаю всех, и думаю, что не знаю многих, но я думаю, что музыка здесь довольно часто, как это везде, сложно заниматься музыкой, которая не коммерциальная. И мне кажется, то, что я слышу от друзей, знакомых, то в Украине это еще сложнее, чем в Германии. И поэтому мне кажется, что это немножко ужимляет, конечно, возможности как-то экспериментировать с музыкальными жанрами и что-то такое делать, что, может быть, на слух с первого раза будет сложно принять публике. Но я думаю, что здесь очень много очень классных музыкантов. Вот, например, в субботу я буду играть с чудесными музыкантами, с квартетом, трио и я. И это великолепные люди. Они шикарные джазовые музыканты на очень большом, высоком уровне. Фамилии, пожалуйста. Это Олег Фантаев, это Александр Емец, и это Юрий Середин. Ой, літає соколоніку по полю, та й збирає челядоніку додому. Іди, челядоніку, додому. Вигуляла все літечко по полю. Ой, літає соколонько по полю, та й збирає челядоньку
летечко по полю. Ой, літає соколонько по полю, та й збирає челядоньку додому. Ідиш, челядонька, додому. По поводу стиля, в котором ты работаешь, вот опиши, охарактеризуй свой стиль, потому что люди сегодня, я думаю, впервые слышат. Ко мне часто подходят люди на концертах, которые я играю как бы соло, и говорят, что... вот одна девушка сказала, мне это очень понравилось, она сказала: вы отправили украинский фольклор в космос. Другой человек подходил, и он тоже говорил, что это какое-то космическое такое, какая-то космическая штука. Ну, я думаю, что на самом деле как бы подход мой к украинскому фольклору довольно экспериментальный. И можно сказать космический, но это как-то, я не знаю, что под этим подразумевается, ну, если кто-то это не слышал, то это как-то странно звучит. Но я думаю, что это в любом случае украинский фольклор, но не в его чистом виде, обработанный довольно минимально, я думаю, и с какими-то электронными элементами.
Туман ярим, туман долиною, за туманом нічого не видно, тільки видно дуба зеленого, дуба зеленого, тільки видно дуба зеленого, дуба зеленого. Туман ярим, туман долиною, за туманом нічого не видно, тільки видно дуба зеленого, дуба зеленого, тільки видно дуба зеленого, дуба зеленого. Туман ярим, туман долиною, за туманом нічого не видно, тільки видно дуба зеленого, дуба зеленого, тільки видно дуба зеленого, дуба зеленого. Туман ярим, туман долиною, за туманом нічого не видно, тільки видно дуба зеленого, дуба зеленого, тільки видно дуба зеленого, дуба зеленого. Туман ярим, туман долиною, за туманом нічого не видно, тільки видно дуба зеленого, під тими дубом криниця стояла, в тій криниці дівча воду брала, та й впустила золоте відерце, засамотила козакові серце. Під тими дубом криниця стояла, в тій криниці дівча воду брала, та й впустила золоте відерце, засамотила козакові серце. Під тими дубом криниця стояла, в тій криниці дівча воду брала, та й пустила золоте відерце, засамотила козакові серце. Під тими дубом криниця стояла, в тій криниці дівча воду брала, та й пустила золоте відерце, засамотила козакові серце.
Не так давно, в начале осени, ты приезжала в Украину для того, чтобы съездить в музыкальную экспедицию. Расскажи про нее. Это была экспедиция по Бессарабии, Карпатам, Киевщине, и мы еще заезжали в Крячкивку, это возле Полтавы. И изначально идея появилась из того, что ко мне на концерт в Берлине подошла женщина, которая из-под Львова сама. И она сказала: ой, вы знаете, эта песня напоминает мне манеру исполнения из какого-то определенного региона, я уже не помню, что она точно сказала, но я поняла, что для меня на тот момент украинский фольклор был довольно какой-то такой монолитной штукой, которая вот она есть, она вот такая. И я поняла, что такого, конечно, быть не может, и есть невероятное количество разных жанров, разных манер исполнения, тембры голоса, разные, ну, как бы, не мероприятия, а моменты, когда определенные песни исполняются или не исполняются. И я решила, что мне нужно обязательно приехать. Я хотела ездить по всей Украине, но этого, конечно, сделать не получилось, потому что Украина, она очень большая, у меня было не так много времени. Но вот мы были почти месяц в дороге, и я познакомилась с разными очень интересными людьми, бабушками в селе, даже один дедушка для нас спел, мы в горах нашли. Но и я познакомилась с великолепными этнологами, которые работают и ездят в экспедиции уже десятилетиями. Они мне разрешили посмотреть их архивы, послушать музыку. И они это очень активно пытаются донести до молодого поколения. Например, Андрей Вовчик, он сделал онлайн-архив, где можно по категориям посмотреть разные песни, исполнения, записи. Они даже сделали транскрипции интервью, которые они вели вот с людьми, которых они в селах навещали. В 2016 году ты получила престижную премию в Германии Berlin Music Awards. Берлинского сената, да. Да, расскажи, пожалуйста, что нужно сделать музыканту, чтобы получить подобную премию, и вообще как такого рода мероприятия проходят у вас? Ну, есть такая система поддержки независимых артистов, музыкантов в Германии, и от каждого как бы региона это отдельно выделяется. И в Берлине как бы есть комиссия, которая состоит из людей, которые работают в прессе и которые музыканты, и они выбирают между тех, кто присылает свои работы, людей, которых они хотят поддержать в их творчестве. Вот. И Берлинский сенат на самом деле уже несколько раз поддерживал разные мои проекты, за что я очень благодарна. Как еще наградили тебя? Может быть, это была денежная какая-то? Это была денежная премия, да. Они поддержали турне по Германии несколько раз, и еще другие как бы фонды очень сильно поддерживают то, что я делаю. Вот, например, поездку в Украину они тоже помогли нам все это организовать, потому что была не только я, был еще человек, который записывал звук, был парень, который записывал видео, то есть это будет документальный фильм целый сделан об этом. Вот, и чтобы как бы все это провернуть, нам помогли. От моей консерватории в Ваймаре. Какие привилегии дает эта премия на территории Германии? Ну, в первую очередь, она дает возможность осуществлять какие-то маленькие и большие мечты для музыкантов, которые занимаются некоммерческой музыкой. И, ну, конечно, получить такие премии это всегда непросто, поэтому если там ты пытаешься организовать какие-то концерты, и ты говоришь организаторам, что вот, там вот такие вот вещи у нас есть, и то-то мы получали, то это всегда так, ага, значит, там это, может быть, не совсем что-то такое уж. У нас тут точно так же все происходит. Можно их пригласить. Kalinin tubun benim taşuvaydım, kalinin tubun benim
uçurdum Karetten kareke şahin uçurdum Ah ille vah ille ömrüm geçirdim Ah ille vah ille ömrüm geçirdim Karenin o günde gül çiçek saçtım Karenin o günde gül çiçek saçtım Çok kızlar içinde gül gibi açtım 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 Спасибо большое, Аня, что ты пришла сегодня к нам на программу, что поделилась своими впечатлениями, показала нам свою экспериментальную музыку. Я надеюсь, что ты еще к нам приедешь с новой программой. Да, да. Вот, готовим эту программу. На самом деле, я в этот раз, вот когда я приехала в Украину, я тоже была во Львове, опять заходила к этнологам Ирине Федун и Андрею Вовчику в консерваторию, в университет, и смотрела еще больше песен. И в какой-то момент они меня спросили, ну ты это будешь аранжировать, это для программы? Я поняла, что на самом деле я записала и собрала невероятное количество песен, то есть это нужно как-то все отсортировать и, что написать. И я думаю, что весной или самое позднее в октябре, то мы, может, приедем с моим квинтетом обратно. Ждем вас в гости. С вами была программа Jungle Studio. Оставайтесь на телеканале АТР, подписывайтесь на сайт телеканала АТР, слушайте хорошую музыку. До новых встреч!